тех, кого Авакри Ака когда-то назвал своими первыми учениками, давно уже выросли дети и внуки. Всю жизнь он учил их музыкальной грамоте и рисунку. Учил видеть, слышать, понимать красоту родной земли. И нет, пожалуй, в уйгурском селе Байсиит человека, который бы не знал бывшего учителя Авакри Шамсудиновича Шамсудинова. Всем селом отмечали его день рождения. Старики-долгожители вспоминали, что Авакри Ака родился в последнем десятилетии прошлого века. Полстолетия назад одним из первых в Казахстане Авакри Шамсудиновича приняли в члены Союза художников СССР. А рисовать он начал, сколько помнит себя. Когда в 1910 году в маленьком городке Джаркенти, ныне Панфилове, открыли первую русско-туземную школу, учитель Николай Сергеевич Авдеев обратил внимание на способного уйгурского мальчика, который ни на минуту не расставался с карандашом и бумагой. Показал ему тогда учитель репродукции с картин Верещагина. И они потрясли воображение маленького Авакри, укрепили в нем желание по-своему рассказать о родном крае, об уйгурском народе. Надо было учиться. Сейчас трудно представить, кем стал бы Авакри, если бы не Великий Октябрь, открывший ему дорогу в Ленинград, в Академию художеств имени Репина. Весь город с его дворцами, парками и музеями стал для него академией, познакомил с искусством выдающихся зодчих, скульпторов, живописцев. Но творческие планы молодого художника были по-прежнему связаны с родной землей. И через несколько лет он возвращается на родину. Изучая историю тысячелетней уйгурской культуры, произведения древних мыслителей Востока, Авакри Шамсудинов впервые создает портрет философа и писателя XI века Юсупа Хас-Ходжи Баласагунского и подписывает его псевдонимом Шамси. Изданный на многих языках мира
летописи и книги помогают ему воссоздать образ Махмуда Кашгарского. В те же годы Шамси с увлечением пишет картину о Чукане Валиханове, выдающемся казахском просветителе, путешественнике и исследователе Восточного Туркестана, впервые поведавшим европейцам о жизни уйгуров. История всегда питала его воображение, рождала множество ассоциаций, подсказывала сюжеты картин. Так появилась серия, посвященная национальной героине уйгурского народа Назугум, с оружием в руках, сражавшейся против джунгарских завоевателей. В этих рисунках Авакри Шамси рассказал о трагической гибели другой героини Ипархан. Кисть художника оживила народные легенды о воине и поэте Садыре Палване, песни которого и сейчас еще поют в уйгурских селениях. Более 40 работ было представлено на персональной выставке Авакри Шамси, ставшей событием в многонациональном изобразительном искусстве Казахстана. Старейшего уйгурского живописца приветствовал народный художник республики Аубакир Исмаилов. Сегодня мы присутствуем на открытии персональной выставки одного из талантливейших художников Советского Востока, Авакри Шамсуддинова, нашего уважаемого Авакри Аха. Таких стариков, как Авакри Аха, у нас осталось очень мало. Он был одним из первых в Советском Казахстане, кто стал профессиональным художником, художником-просветителем, художником-наставником. Шамси – первый профессиональный уйгурский художник, воспитанный на богатейших национальных традициях, древнейшей уйгурской культуры, истоки которой уходят далеко вглубь веков. Авакри Аха учился еще в конце 20-х годов в Ленинградской академии художества у Бродского. Наша Аукен всегда в гуще общественной жизни. Он и в пионерские организации, в комсомольские организации вел всегда общественную работу. Он в 1924 году вступил в партию большевиков. И сейчас он, несмотря на то, что ему 90 лет, он бодрый, жизнерадостный и творческим духом идет вперед. Через всю жизнь, все свое творчество пронес Авакри Ака образ Владимира Ильича Ленина, образ революции. С ними связано счастливое возрождение уйгурского народа в годы советской власти. И потому всегда рядом в его произведениях герой национально-освободительной борьбы уйгуров Гани Батур, герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев, Амангельды Иманов, Алексей Максимович Горький и казахский писатель Ильяс Джансугуров. Участники становления советской власти в Семиречье Абдулла Разубакиев и Ораз Джандосов. Первая персональная выставка первого уйгурского художника состоялась еще в конце 30-х годов. Республиканские газеты писали тогда о своеобразном, самобытном творчестве талантливого Шамси. Он, коммунист с 60-летним стажем, своим первейшим партийным долгом всегда считал быть учителем, сельским учителем.
Потому, наверное, в начале каждого учебного года так тянет его в родную школу к ученикам. Все они здесь, его ученики, и взрослые, и дети. Им подарил он свою картину «Ленин и дети разных народов», как память о времени и о себе. Прекрасные наследники у Шамси. Он ими гордится. Tout le monde est présent. Assieds-toi. Enfants, aujourd'hui nous allons parler de Paris. Paris est la capitale de la France. C'est la Tour Eiffel. C'est l'Arc de Triomphe. Voilà le Panthéon. Ismaïl, viens au tableau et répète ce que tu as retenu. C'est le plan de Paris. Paris est la capitale de la France. C'est la tour Eiffel, symbole de... Дочь преподает французский язык в уйгурской школе. В классе, где долгие годы Авакри Ака преподавал рисование, теперь другой учитель, тоже бывший его ученик. Многие из них стали профессиональными художниками. Разъехались по всему Казахстану, работают в Ташкенте, во Фрунзе, принимают участие во всесоюзных и республиканских выставках. Авакри Ака любит встречаться с ними, внимательно вглядывается в эти афорты, живописные полотна. Бывает и строгим, и добрым. Искренне переживает их неудачи и успехи. И радуется, что ученики идут дальше, по-своему видят окружающий мир, несут людям счастье общения с прекрасным искусством. Беспокойный Авакри Ака. Молодых поражает его энергия, работоспособность, истоки которых в преданности искусству и своему народу. А он по-прежнему полон творческих планов. Ему еще так много хочется сделать, потому что вокруг, рядом, такая интересная и удивительная жизнь.